64 года, из них 19 на высших постах. Президент России отмечает сегодня свой день рождения. Как поздравили Путина в Центре культурного развития Магаса. Праздничные акции «Народные гуляния» в Малгобеке отметили 84-летие города и юбилей присвоения ему высокого звания. Около 200 спортсменов со всего Северного Кавказа в Алиюрте стартовали соревнования по боевому самбо. На телеканале «Ингушетия» информационная программа «Новости 24», в студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. Сегодня президент страны Владимир Путин отмечает свое 65-летие. Это день рождения, уже 19-й для лидера на высших постах в стране. Владимир Владимирович родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Еще до того, как окончил школу, у Путина появилось желание работать в разведке. Осуществил он его по окончании Ленинградского госуниверситета. После работы в службе госбезопасности в 1996 году началась политическая карьера будущего президента. А 7 мая 2000 года Владимир Путин официально занял пост лидера России. За время пребывания в качестве главы российского государства Владимир Путин доказал мировому сообществу, что является бесспорным лидером, не имеющим равных по своему влиянию и популярности. Юнусбек Евкуров поздравил Владимира Путина с днем рождения. Глава Ингушетии отметил, что за небольшой срок президент страны смог вернуть России статус державы и продемонстрировать ее силу, мощь и справедливость. Та же глава региона поблагодарил Владимира Владимировича за помощь и особое внимание к проблемам региона, благодаря чему Ингушетия сегодня является стабильным, процветающим регионом, и пожелал всего наилучшего. Цитата: «Я искренне желаю ему крепкого здоровья, благополучия и успехов на посту президента России. Долгих, счастливых лет жизни вам, уважаемый Владимир Владимирович. Спасибо вам от всех жителей Ингушетии, от меня лично. Вы делаете все для России и для Ингушетии». Конец цитаты. Оригинально и творчески поздравили с днем рождения Владимира Путина воспитанники Центра культурного развития. Пожелания в адрес главы государства прозвучали на 39 языках, то есть по количеству культурных центров по всей стране. Кроме того, президенту посвятили и песни. Слово Зареме Евлоевой. Я хотела поздравить Владимира Владимировича Путина с днем рождения на болгарском языке. Тугай кюнинг бла ангишлена. Это значит, что я от всей души поздравляю вас с днем рождения. Самым маленьким из этих ребят всего по 3 года, а старшие еще учатся в младших классах. Но уже сейчас, в таком юном возрасте, дети знают, что главный в стране дядя Путин, и уже имеют представление о том, какими чертами характера обладает лидер страны. Он главный. Добрый. В передачах по телевизору видела, как он занимается спортом. У него хорошо получается заниматься спортом. А еще какой он, как думаешь? Добрый, смелый, хороший. Спортивный. А еще? Добрый. К важному событию, дню рождения Владимира Владимировича, дети готовились почти месяц. И дело вовсе не в обещанных пирожных. Репетиции и долгие повторения стихов ребята воспринимали как интересную игру. Здесь нет места политики, только искренняя радость и искренние пожелания. Из горного края, где асы течет и башня вонзается в небо. Из детского центра мы шлем вам привет, Владимир Владимирович Путин. На этом подарки не закончились. Воспитанница центра исполнила праздничную композицию, написанную специально ко дню рождения Владимира Путина. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Пусть посетить ребят в свой праздник именинники не смог, зато воспитанники центра отметили его 65-летие большим праздничным тортом, лимонадом и пожеланиями на разных языках. Высшего налепшего зоокази уроджин. Телерит меффицельсдаген. Дарай гуйран банедит арфаканин. Пожелания дети зачитали на 39 языках мира. И это вовсе не случайно. По всей стране построены и функционируют 39 таких центров культурного развития. А появились они только благодаря инициативе президента страны.
Здесь в ближайший месяц-полтора откроется профессиональный кинотеатр. Здесь есть студия вокала, студия хореографии, кружок декоративно-прикладного искусства, студия ИЗО, где эти дети занимаются, где эти дети разных вероисповеданий живут одной семьей. У площадки перед центром красуется большая надпись с поздравлением, чтобы даже космонавты смогли разделить праздник всей страны. Зарима Ивлоева, Мария Мистоева, Майрбек Миржоев. Новости 24. Возвращаясь из Москвы, глава Ингушетии посетил ряд объектов в Ставропольском крае. Вместе с губернатором Ставрополя Владимиром Владимировым он ознакомился с опытом развития социально-экономического потенциала региона. В частности, Юнусбек Евкуров осмотрел площадку индустриального рекпарка «Скип-Мастер» в Ставрополе. Там действует 39 предприятий. Юнусбек Евкуров ознакомился с их работой. Интерес главы республики вызвало производство ветрогенераторов «Аэростарт» мощностью до 10 киловатт. Выпуск продукции осуществляется на основе собственных технологий. Разработки компании защищены 6 патентами. Владимир Владимиров рассказал, что индустриальный парк создан на базе бывшего завода автоприцепов. Работа региональных властей позволила сохранить производственное назначение этой территории. Она была включена в федеральные программы поддержки. Как прозвучало во время посещения рекпарка, схожие площадки есть и в Ингушетии, поэтому опыт Ставрополя может быть использован на территории республики. После продолжительной болезни сегодня скончался Султан Белхароев. Религиозный деятель проходил лечение в одной из московских больниц. Там он и умер. Семья Белхароевых принимает соболезнования от многочисленных родственников и знакомых. Малгобекчане отметили 84-летие со дня основания города и 10-летний юбилей со дня присвоения почетного звания города «Воинская слава». Торжественные мероприятия прошли в городском парке. Отметить это событие там собрались глава города, представители горсовета, юнармейцы, школьники, жители и гости Малгобека. Материал Юсупа Гелисханова. Раяна Албагачиева пришла со своими учителями и одноклассниками в городской парк на праздник по случаю десятилетия со дня присвоения Малгобеку почетного звания города воинской славы. Девочка недавно вступила в ряды юнармейцев, и ей очень интересна военная тематика. Я хотела бы все праздники посвящать, посвященные городу Малгобеку. Хотела бы поздравить его, желаю ему всего самого хорошего. Я все буду делать, чтобы он был еще лучше, краше и красивее. Кроме нарядных юнармейцев, здесь присутствует глава города, представители горсовета, школьники и их учителя, гости и жители города воинской славы. Торжественно открывая митинг, глава города Шарпудин Мамилов отметил, что Малгобек отмечает две знаменательные даты – 84-летие основания Малгобека и первый юбилей со дня присвоения почетного звания. Это по-настоящему великая дата как для города, так и для всей республики. Для жителей города Малгобек это не просто дата, это не просто какой-то указ очередной, мы это все воспринимаем как личную гордость, гордость за наш город, гордость за те подвиги, которые совершили наши предки, благодаря которым мы сегодня можем стоять здесь, на этой площади, у этого памятника. Я вас всех поздравляю. Это действительно величайшая дата, которую будем помнить, чтить, пока мы все живы. Также перед собравшимися выступил Мухмадхан Алиханов, который 10 лет назад замещал должность главы администрации Малгобека. Именно он принял грамоту от Владимира Путина с почетным званием города воинской славы. В грамоте были написаны такие слова: за мужество, храбрость. Вот в действительности доказывается, что эта репрессия, все это было незаслуженно для нашего народа. Мы были и остаемся героями России, своего Отечества. Я хочу поздравить всех малгобекчан, гостей нашего города, с Днем города, с 10-летием присвоения города Малгобек, заслуженно города воинской славы. От всей души хочу поздравить вас с этим большим праздником, передать слова поздравления от председателя парламента Республики Ингушетия Евлоева Зелимхана Султана Хамидовича, пожелать вам успехов, благополучия, новых трудовых свершений.
Ведущие рассказывают гостям праздника об истории города и о тех нелегких временах, которые пережили малгобекчане, многие из которых были участниками Великой Отечественной войны. Более 20 тысяч ингушей воевало во время Второй мировой, 5 тысяч из которых были уроженцами Малгобека. Благодаря им некогда нефтяной центр сегодня носит звание города воинской славы. Заслуженные признание того, что сделал Малгобек в годы Великой войны, для малгобекчан, я думаю, и для всей республики очень важно. Поэтому мы радуемся тому, что мы живем здесь, мы радуемся тому, что у нас хорошие люди, мы радуемся тому, что вообще мы имеем возможность праздновать. Я бы хотела поздравить от всей души своих горожан, потому что я не родилась, но я живу и считаю себя жителем города Малгобека. Я хочу поздравить со всеми вот этими праздниками, пожелать всем здоровья, успехов. Конечно, хотел бы поздравить в первую очередь всех малгобекчан и всех жителей республики, потому что для нас, для всех, для Ингушетии это большой праздник. Это наш первый юбилей, нам 10 лет. После официальной части начались массовые гуляния, музыка, стол с угощениями, интеллектуальные игры. А тем временем в средней общеобразовательной школе номер 3 проходит открытие Центра молодежного инновационного творчества «Реновация». Это уже второй филиал реновации в нашей республике. Согласно указанию главы Ингушетии Юнусбека Евкурова, до конца этого года в каждом городе республики планируется открытие таких центров. Основная ценность, наша основная ценность – это инвестиции в будущее. И мы все это понимаем. И сегодня, когда наши дети занимают призовые места на различных соревнованиях, на федеральном уровне, конечно, мы этим гордимся. Мы понимаем, что у нас очень талантливые дети. Новый филиал – это та площадка, где есть все необходимое инновационное оборудование для того, чтобы дети могли воплощать в жизнь все свои фантазии в инновационном плане. Новое оборудование максимально адаптировано для детей. В век цифровых технологий обучение детей работе с таким оборудованием лишь вопрос времени, отметил руководитель центра. Есть такая структура, которая называется Агентство стратегических инициатив. И эта структура, это федеральная структура. Ее гендиректор был буквально год назад у нас, он был на нашем проекте вместе с головой республики. Они разработали очень интересный документ «Атлас будущих профессий». Вот через 10 лет огромное количество профессий, которые сегодня для нас в порядке вещей, уйдет, и их заменит огромное количество профессий. Все профессии практически связаны с IT. Красную ленту перерезает министр экономического развития и глава города. Зайдя в этот кабинет, кажется, что попадаешь в будущее, где роботы наравне с человеком правят миром. Главная гордость – принтер 3D-моделирования, который печатает любые творческие и инженерные решения. К примеру, вот такие предметы. Есть и 3D-сканер, позволяющий сканировать даже человека и распечатать в виде статуэтки. Но больше всего внимание зрителей привлек робот-гироскоп. Гироскоп за счет датчика, смотрите, он прям равновесие будет сам поддерживать. Его может толкнуть, то есть он сам автоматически за счет датчиков гироскопических. Открытие такого центра, безусловно, является уникальной возможностью для школьников развиваться в сфере IT-технологий. Дети с большим интересом осматривают гаджеты, которые они до сих пор видели только по телевизору, и многие из них уже собираются связать свою жизнь с программированием. Я очень рад, что нам дали возможность учиться в этом классе. Мы очень давно хотели идти ногу со временем. И благодарим за такую возможность. Мне очень понравился этот класс, как собирать роботов, как программировать их, задавать нужные функции, чтобы они это делали. В центре обучение будет проходить по нескольким направлениям. 3D-моделирование, электроника и робототехника. Основной задачей тренеров является подготовка детей к различным соревнованиям, таким как RoboFest и Junior Skills. Дети занимаются на базе конструкторов Lego Mindstorm 3-го поколения. Это конструкторы Lego, которые можно программировать различным образом, можно конструировать различным образом. Модели конструкторов роботов ограничены только фантазией детей. Для развития этой фантазии нужно лишь желание учащихся. Новый центр послужит для детей хорошим стартом в большой мир IT-технологий. Юсуп Гелесханов, Магомед Дидигов, Новости 24.
К 10-й годовщине присвоения Малгобеку звания города «Воинская слава» приурочили массовый велопробег. Прокатиться на велосипеде мог любой желающий, достигший 18 лет. Маршрут был выбран нелегкий – Малгобек-Терек-Малгобек, но с ним смог справиться мой коллега Зелимхан Калоев. Участники тщательно проверяют свои велосипеды. Путь предстоит долгий, а маршрут сложный. Пожелать удачи Суны приехала и Малихан Дикажева. Спортивное увлечение своего чада женщина поддерживает, ведь это в первую очередь здоровый дух и тренировка силы воли. И поддержать, и помочь. Это сын у меня участник в этой велогонке. Это к юбилею десятилетия Малгобека воинской славы. Гордимся, радуемся. Муср Умаров участвует в велопробеге уже 3-й год. Неудивительно, ведь это мероприятие стало традиционным не только для малгобекчан. Велоклуб изначально появился и развивался в Малгобеке, но после того, как начали приходить ребята из других городов, клуб разросся до республиканских масштабов. Участников около 30 человек. В общем, еще сказали, оттуда подтянутся, и встреча будет там с администрацией, дополнительные шашлыки и отдыхи, и мы будем приезжать обратно. Ребята заняли свои позиции и с командой главы города Шарпудина Мамилова «Старт» отправились в путь. Колонну велосипедистов сопровождает машина ГАИ, карета скорой помощи и группа технической поддержки в случае поломки велосипеда. Среди участников заезда есть и те, кто впервые принимает участие в велопробеге. Первый раз. Язык холодный, от непривычки. А так нормально, можно участвовать. За шутками и разговорами ребята не успели оглянуться, как уже заехали в Кабардино-Балкарию. Они уже полны сил, и многие даже отказались от привала. Ничего сложного нету нашей дороги. Да, чуть-чуть бывает сложности, а так нормально. Велопробег – это не спортивное соревнование, и здесь главное участие, а не победа. Участники четко соблюдают все правила движения в колонне, всегда помогают отстающим. Участниками велопробега могут стать не только профессиональные велосипедисты, но и любой желающий, даже тот, кто на велосипеде в первый раз. Но это, конечно же, не про меня. Проехав несколько десятков километров, колонна остановилась, чтобы передохнуть и совершить дневную молитву. А вот и кульминация пробега. Ребята заехали в город Терек, ознаменовав это звонками и мигалками. В пункте назначения их ожидают волонтеры многофункционального молодежного центра «Доброе сердце». Мы вернулись обратно к вам. Третий раз. Третий раз, молодцы. А сегодня какую акцию вы проводите? Мы проводим десятилетие получения города воинской славы, город Малгобек. Сотрудники отдела молодежной политики Терской администрации активно хотят сотрудничать с молодежью Ингушетии и реализовать проекты. Мы готовы к любым мероприятиям. Наша молодежь всегда активный, всегда выходит, всегда гостеприимный народ. И любим гостей. Предложите, и мы поддержим любую акцию. Очень замечательно, что ваша молодежь, вот по инициативе, да, сегодня организовала такую акцию 10 лет городу Малгобеку, да, воинской славы, что присуждено. У нас более 60 волонтеров в Терском районе, и в каждой образовательной школе и созданы и штабы волонтерские. Нам очень хочется вместе с вашей молодежью организовать какое-нибудь совместное мероприятие. Пусть это будет патриотическая направленность или экологическая, или просто вот в знак нашей дружбы. Или вы к нам приедете в гости, или мы к вам приедем в гости. От такого приема никто не остался равнодушным. Участники немного передохнули и снова в дорогу, обратно домой. Зелимхан Калоев, Сурхо Кусиев, Новости 24. 8-й Всероссийский научный фестиваль прошел в регионах страны. Ежегодно он объединяет преподавателей и студентов различных вузов, способных продемонстрировать свои научные достижения. Среди таких оказался и Ингушский госуниверситет. Биологи, историки, экономисты и студенты других факультетов представили свои труды, которые могут быть полезны в быту. Их оценила Индира Манкиева. Успех
первого фестиваля науки убедил в необходимости проведения подобных мероприятий ежегодно. Перед студентами, участниками и гостями научного фестиваля выступает проректор ИНГУ Захидат Султыгова. В приветственном слове она отметила, что этот фестиваль – плодотворная площадка для региональных ученых. Наука открывает множество перспектив, а саму науку открывает человек. Проректор выразила надежду, что сегодня среди ее студентов есть те, у кого впереди большое научное будущее. Ингушский госуниверситет располагает всеми необходимыми ресурсами для популяризации и развития современных технологий, поддержания глобальных научных трендов. В ВУЗе созданы все необходимые условия для обучения талантливой молодежи. После приветственного слова всех приглашают ознакомиться с научными выставками. Кафедры всех факультетов представили на этом фестивале свои исследовательские работы. Факультет истории приковал взгляды и интерес гостей с самого начала. Здесь представлена как бытовая утварь, так и предметы старых детских игр. Это деталь колеса, деревянного колеса мельничного, с помощью которого мололи и получали муку. Агроинженерный факультет также не остался в стороне. В этом направлении игурскими научными деятелями проделана колоссальная работа. Если одни думают над тем, как расширить площадки земледелия, другие же решают, как облегчить труд человека в сельском хозяйстве. Это работа не одного дня. Из года в год мы работаем. Уже 15 лет в этом направлении работаем. Уже получены патенты на изобретение. Пашня каждый год сокращается в связи с тем, что инфраструктура расширяется. Идут новые постройки, развитие заводов, предприятий, построек, строительных объектов. А население 7 миллиардов надо кормить. Кормить их надо должно сельское хозяйство. Поэтому вопрос о сокращении пашни сегодня актуален. Как решать его? Студенты химико-биологического факультета тоже, как говорится, в деле. Одна кафедра и вовсе создала настоящее золото. Это называется магнитная мешалка. Дело в том, что внутрь помещен магнит, который раскручивает это и дает такой удивительный эффект. Другая представила разновидности мха и исчезающих растений. Специально берутся образцы, чтобы потом работать и как коллекции. У нас в научном гербарии есть очень много редких образцов. Англия, Франция, Германия. Филологический факультет устроил для гостей небольшое путешествие как по родному краю, так и по Европе. В одном уголке сидит Шерлок, покуривая в трубку и играя на скрипке, а в другом молодая француженка рассказывает о национальных символах Франции. В третьем немка раздает гостям шоколад с пожеланиями. Мы на кафедре часто совершаем поездки от кафедры, часто выигрывают у нас правды. Вот, например, дважды призер. Отправляются на летние курсы в Германию на целый месяц, учатся там языку, практикуются. А в этом кабинете совсем иная атмосфера. Научный деятель Хава Акиева представила работы своего супруга. Живопись, поэзия и старинные артефакты, которые женщина уже много лет бережно хранит и постепенно знакомит с ними всю страну. Он сам, работая, совершенствуя. Вот эта картина, которая была показана в Москве на Манеже в 1970 году, а в 1971 году эта картина «Двор Войнахской Сакли» была куплена историческим музеем. И сейчас она хранится и находится там. Фестиваль проходит по всей России. Для студентов и преподавателей это прекрасная возможность продемонстрировать свои достижения в научной деятельности. Чего мы достиглись? Мы показываем, где мы находимся, в каком замечательном помещении мы располагаемся. Мы сегодня им показываем, какие у нас научные достижения и кто является автором этих достижений. Нашу профессуру, наших доцентов. Фестиваль науки проходит, конечно же, не первый раз в стенах Ингушского госуниверситета, но для меня, как студента, важно наблюдать за деятельностью различных факультетов, чего мы добились, чего мы можем добиться. Также на фестиваль приглашены и школьники, потенциальные абитуриенты, которым предоставился шанс увидеть, чем занимаются студенты на тех или иных факультетах. Мне кажется, такие фестивали, они нужны, чтобы подрастающая молодежь, которая учится в школах, они были уже осведомлены о том, что есть, куда они могут, но зная, на что они способны, они поймут, что им ближе, и им легче будет определиться со своим будущим. Экономика, агрохимия, медицина, филология, физика. На этой площадке все достижения, и это только начало. Наука не имеет предела. Даже если кажется, что все уже изучено и исследовано, для подрастающих ученых остается много фактов, которые еще предстоит открыть для мира. Индира Манкиева, Майрбек Миржоев. Новости 24.
За последнюю неделю в регионе участились пожары. Всего за несколько дней произошло 4 возгорания. Увеличение количества пожаров в жилых домах в осенний период связано с нарушениями правил пожарной безопасности. Главной причиной возгорания является использование обогревательных печей, изготовленных кустарным способом, поврежденная электропроводка, а также традиционное неосторожное обращение с огнем и неправильное использование нагревательных приборов. Сами спасатели говорят о том, что зачастую последствия пожаров можно было бы минимизировать, если бы участники дорожного движения реагировали на спецсигнал пожарных машин и пропускали без препятствий тех, кто едет спасать людей. В последних случаях, на последний пожар, когда выезжали, было много случаев, когда нам не уступали. В связи с этим, какой минус, когда нам не уступает? Это время свободного развития пожара, когда не введены первые стволы, не прибыло подразделение, оно увеличивается, и, соответственно, тушить этот пожар будет труднее, и ущерб будет намного больше. Хотелось обратиться к гражданам Республики Ингушетия, уважаемые граждане, уступайте дорогу пожарному автомобилю и, в первую очередь, соблюдайте правила пожарной безопасности. Своя золотая осень наступила в детском саду «Волшебный замок». Речь идет о ярмарке, которая проходит в дошкольном заведении каждый год. Воспитанники детсада выставляют на прилавках продукты и различные поделки. Старания детей оценивают их родители и воспитатели. Этого дня воспитанники детского сада ждут даже больше Нового года. Соленья, фрукты, торты, пирожные и блюда национальной кухни. Прилавки детского сада «Волшебный замок» просто ломятся от обилия вкусной еды. Ежегодная ярмарка «Золотая осень» традиционно проходит здесь в начале октября, как и все осенние ярмарки. Правда, с единственным отличием. Представленные явства приготовлены руками воспитанников. Конечно же, не без помощи родителей. Лейла Арсельгова вместе с мамой приготовила ингушские национальные блюда. Салва домашняя, я маму скалкой накатывала тесто и еще картошку ложила. И вот так мама его черкала. Праздник Дары осени – это то, что вырастает, то, что поспевает к осени, то, что готовим на зиму, соленья, варенье, всякие выпечки, всякие поделки делали. Помимо угощений на ярмарке представлены детские поделки. Несмотря на то, что воспитанникам сада от 3 до 6 лет, они уже вышивают и рисуют. Как и на любой ярмарке, все товары здесь продаются. Дети превратили это в своего рода соревнование. Кто больше заработает. Каждый прилавок закреплен за командой детей и воспитателей. Поделки разные, цветочек. Это все делали наши детки. Вот пироги домашние, мясное блюдо. Это тоже наше блюдо тоже. Это все сделано своими руками. Поэтому этот праздник, я считаю, чисто как и для деток, и для воспитателей большой праздник. Конечно, для наших родителей тоже это праздник. Все у нас в хорошем настроении, все очень веселые. Поскольку главные покупатели не дети, а взрослые, то большей популярностью пользуются столы старшей группы воспитанников, так как на них можно встретить варенье и соленья. Но младшие на это не обижаются и заедают горе сладким. Малину я ела, пирожок ела. Все вырученные средства на ежегодной ярмарке «Золотая осень» уйдут на благоустройство родного садика. Те деньги, которые они заработали, каждая группа тратит лично на себя, на свою группу. Покупаются игрушки, канцелярские товары, выносной материал для игр во дворе, на подготовку к праздникам, например, к Новому году, утренникам осенним. Присоединиться к празднику осени могут не только родители воспитанников, но и все желающие. Амина Бокова, Магомед Урусханов, Новости 24. В Аль-Юрте стартовали соревнования с КФО по боевому самбо. В них участвует более 200 человек. Отметим, число любителей этого вида спорта в регионе стремительно растет, как среди профессиональных спортсменов, так и среди болельщиков. Как прошел первый день соревнований, расскажет Руслан Албагачиев. Первый день турнира СКФО по боевому самбо вызвал большой интерес среди поклонников этого вида спорта. Нашу республику представляют ребята из бойцовских клубов «Войнах», «Нарт», «Эрзи». В этом виде спорта необходимо иметь не только физическую силу, но и обладать техникой и приемами проведения боя. Яркий пример этому является наш боец по смешанным единоборствам, который пробует себя в боевом самбо. Схватка в весовой категории 66 килограмм. Поступает Адам Куштов против Ибрагима Ганиева. Оба спортсмена не раз доказывали свое мастерство, но бесценный опыт дает привилегии перед соперником. 2 минуты и победа за борцом в красном. Первый бой у меня только что прошел. Выиграл чисто из-за активности, не по баллам, чисто из-за активности. Сам давно не тренировался, травмы. Просто пришел
потому что есть такая возможность подраться для себя, чисто для опыта. И выиграл чисто активность. Еще впереди несколько схваток за первое место. Дальше посмотрим, как пойдет. Адам Хамхоев – представитель бойцовского клуба «Эскар», универсальный боец. 7 лет занимается разными видами спорта. Бокс, дзюдо, вольная борьба. Все это закалило в нем спортивный характер. Он ярко и смело вырвался в мир ММА. Всего 1,5 минуты понадобилось борцу в красном, чтобы решить исход схватки. Первую схватку выиграл досрочно, болевой прием, ключом пятки. Сейчас завод боролся с Ингушевым. Выиграл болевой прием досрочно, вторую схватку. Сейчас финал должен быть. Финал улучшит на 100%. Стойка, партер, броски, ударная техника – именно эти аспекты необходимо ежедневно отрабатывать спортсменам, выбравшим этот вид спорта. По словам президента боевого самбо Ингушетии, участники первенства СКФО показывают очень высокий уровень подготовки, который пригодится им на международных соревнованиях. Это дает все. Это дает то, что в других условиях получить невозможно. Как можно получить опыт поединков, кроме как не поучаствовать в этих поединках и схватках. Об этом идет речь. Ребята практически за эти полгода ознакомились со всем репертуаром боевого самбо в разных версиях, в разных разделах. Самбо является одним из самых популярных и массовых видов единоборств в России. В Ингушетии активно развивается дисциплина боевое самбо, где более широкий арсенал технических действий по сравнению со спортивным. Этот вид спорта, как борьба, дзюдо и смешанное единоборство, приобрели колоссальную известность в регионе. Очень хорошие схватки, очень грамотные борцы подобрались, очень хороший класс. Но интерес подогревается еще тем, что занявший первое место получает звание мастера боевого самбо, а финалисты получают кандидат в мастера спорта. Поэтому такое широкое представленность с участием борцов с соседних регионов. Особенно интересной и увлекательной борьба обещает быть в финальных схватках. Руслан Албогачиев, Магомед Урсханов, Новости 24. Фон Радар, так называется новый спиннер с телефоном от китайской дизайнерской компании, которая решила выпустить новую версию, придав модной, но абсолютно бесполезной вещице действительно полезные функции. Устройство носит наименование Chili K188, его можно считать как спиннер-фоном, так и телеспиннером. С одной стороны гаджет точная копия спиннера, с другой у него расположен экран с диагональю менее 1,5 дюйма и цифровой клавиатуры. Гаджет имеет простой функционал, с его помощью можно совершать звонки, отправлять текстовые сообщения. Имеется поддержка радио и Bluetooth. Новое устройство уже поступило на мировые рынки. Его можно приобрести всего за $20. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго.